В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. В июле этого года в Фонд Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия были переданы уникальные киноматериалы, отснятые Эдуардом Петровичем Путинцевым. Он был архитектором города Якутска в 50-60-е годы прошлого столетия. Дар передан его сыном, и он сегодня у нас в студии. Константин Путинцев, член-корреспондент Российской академии художеств, член Союза писателей России. Константин Эдуардович, здравствуйте. Добрый день. Ну и прежде всего, с 1955 года по 1958 ваш отец Путинцев Эдуард Петрович работал архитектором в Якутске, где руководил реконструкцией многих известных зданий. Например, он разрабатывал архитектурные планы гостиницы «Лена», Русского театра, принимал участие в строительстве Якутского госуниверситета. Какие еще объекты он спроектировал в Якутске? Ну вот интересно. Дело в том, что он создал генеральный план парка культуры и отдыха. Конечно, этот генеральный план был не целиком осуществлен, частично по его проекту. Потом были внесены изменения, но уже где-то после 65-66 года. Потом у него есть интересный проект, это здание КГБ у вас здесь, а также жилой дом, где для сотрудников КГБ. Как мне сказали, было еще здание жилое для членов профсоюза, но, по-моему, как было сказано, оно сгорело при пожаре, не так давно. Вот. Ну и самый главный его объект в Якутске, это я бы назвал, конечно, первый, второй очередь Государственного университета. Теперь это Северо-Восточный университет. Уникальные кадры, отснятые вашим отцом, раньше хранились в вашем семейном архиве. Почему вы решили поделиться личным архивом и какие кинокадры вы передали? Ну, смотрите, Юрий, дело в том, что я думаю, что в каждой семье есть какие-то кинохроники. Особенно сейчас, да, последнее время, там, 90-е, 2000-е годы. Но раньше случилось так, что ему после одних соревнований, на которых он стал победителем, это я не могу сказать, на каких точно, ему было подарены кинокамеры. И вот, представляете, еще даже не аспирант, а просто дипломник Московского архитектурного института приезжает сюда. Это практически как в то время, посчитайте, москвич приехал на Луну. То есть совершенно неизвестная страна. Добирался он до Якутска по железной дороге 7 дней. И 4 дня, по-моему, как-то он тоже пока здесь все искал. Остановился он в общежитии. Тогда был, по-моему, коммунальный техникум, как он в своих воспоминаниях пишет. И вот, представляете, приезжает молодой такой человек. Увидел, конечно, что здесь, а приехал он в октябре. Я так понимаю, погода не такая теплая уже была, где-то градусов 20, минус 20-30. И вот он со своим другом Веленом Шустовлем приехал. И так как человек увлеченный, спортсмен, архитектор, он каким-то чутьем начал все снимать, понимаете, все события интересные. И вот теперь, когда смотришь через 60 лет, поражаешься. В общем, они сделаны довольно профессионально. Вот вчера на конференции, когда смотрели, люди говорят, слушай, такое ощущение, что снимала целая группа профессиональных операторов. Ну вот, понимаете, глаз такого архитектора, художника, он же по-своему все видит. Вот так вот. И поэтому, конечно, когда в свое время, это было года 4-3 назад, мне предложили, говорит, мы нашли очень много бобин. Я с папой поговорил, он говорит, ну а что с ними делать, наверное, плохое состояние. Я говорю, нет, давай попробуем восстановить. И вот в течение где-то 2,5 лет восстанавливался это, ну, специальная лаборатория в Красногорске, там возили через знакомых туда, они восстанавливали. И вот получилось 8,5 часов то, что он отснял. Конечно, не только по Якутии, а вообще по загранице, потом мое детство, там, детство моего брата. И вот 8,5 часов прекрасных съемок. И вот часть, посвященная Якутии, это примерно на данный момент где-то 30-35 минут суммарно. Я, конечно, с радостью, мы на семейном совете решили, обязательно надо передать, потому что это же история Якутии. Это Якутск деревянный весь. Вот вчера люди смотрели, узнавали людей, а также это проходила 4-я спартакиада народов Якутии. И вот именно там многие вчера сидели, узнавали даже своих, я не знаю, ну, старших товарищей, назовем так. И очень подробно это снято, потому что уникальные кадры. Ну, конечно, это должно быть достоянием Якутии. Чтобы люди видели, вообще должно быть достоянием и молодежи показывать. А старшему поколению, насколько приятно, увидеть свою молодость. Насколько я знаю, ваш отец всегда с теплотой отзывался о Якутии. Как потом сложились отношения между Москвой и республикой? Ну, вы знаете, папа, в общем-то, северному градостроительству
посвятил практически всю жизнь. Дело в том, что он всегда называл Якутию, ну, говорит, как это моя вторая родина. Не только с теплотой вообще считал, говорит, это, говорит, моя вторая родина. Вот. Значит, начиная с 1968 года, он, когда уже работал в Москве, он постоянно участвовал, в конкурсах, и, как специалиста его постоянно привлекали к определенным, писать научные статьи, делать определенные заключения, смотреть проекты, отсматривать, правильно ли там учитывается специфика Севера. Ну, а потом, касаемо не только Якутии, у него объекты в Анадыре, в Норильске, в Новом Уренгое, понимаете, практически весь Север. В Мурманске у него был объект, по-моему, в Дудинке. Вот я вот так, как говорится, навскидку вспоминаю. Поэтому, но самое главное еще, понимаете, это объект, который был завершен в конце 90-х годов, а проект 65-67 года. Это город с искусственным микроклиматом, ну тогда его так журналисты назвали, или город под куполом, под названием Майхал. Для сотрудников алмазного месторождения, разработки, на 4500 человек. Это был довольно тернистый путь его, не только строительства, а даже согласования. Но в итоге после 3 лет терзаний, как папа вспоминает, в общем, главный архитектор Москвы Пасохин их поддержал. Молодежь говорит, надо поддерживать, потому что их считали архитекторы бумажных городов. Ну, представляете, кто говорит, вы что, на вечном мерзлоте там? Какой может быть город? Вы сами подумайте, у нас домов там нет каменных, а вы целый город каменный хотите построить. Но в итоге они доказали. И этот проект, как ни парадоксально, в общем-то, по-моему, это единственный такой прецедент, когда на Экспо 1967 года в Монреале проект завоевал золотую медаль. Представляете, на весь мир он прогремел. Но почему-то его даже сейчас ко мне... Город же, говорит, был под куполом. Я говорю, ну это придумка журналистов, купола не было. Но это город, который был связан между собой теплыми галереями, и вся центральная часть, вся социалка находилась там. То есть действительно замкнутый цикл был. Константин Эдуардович, вы упомянули, что ваш отец занимался спортом, но он был мастером спорта по альпинизму, насколько я знаю. Вот вы можете рассказать об этом немножко подробнее? Да, вы знаете, папа в этом смысле был уникальным человеком. Он с детства, ну, возьмем даже не детство, а юность, практически попробовал все виды спорта. У него был разряд по акробатике, по спортивной гимнастике. И он прекрасно плавал, тоже был разряд. Самое интересное, что он играл в баскетбол прекрасно. При росте метр 60, по-моему, метр 61. И самое интересное, что когда я потом расскажу про альпинизм коротко, когда он приехал в Якутию, у него был уже первый разряд по волейболу. Его попросили, сделай команду, у нас нет команды в Якутии. Везде же спартакиады, соревнования проходят, а якуты не играют в волейбол. Что вы думаете? Он стал и игроком, и играющим тренером. И в течение 3-4 лет команда очень хорошо выступила. Они ездили на всесоюзные соревнования не только по Дальнему Востоку, но и в Центральную Россию. И, говорит, мы, в общем, неплохо выступали. Выступали они и вот на спартакиаде народов СССР. Тоже, по-моему, там как 4-е, что ли, место заняли. Для всех был нонсенс вообще. Это никто неизвестный, приехали откуда-то. Вот так вот. А по поводу альпинизма, он очень любил горы. Ну, в общем, это, наверное, и ко мне тоже по наследству перешло. Вот. И еще студентом будучи, он стал сопровождать группы по горному туризму, а потом перешел в альпинизм. И дослужился до мастера спорта. Он, кстати, прошел 2 раза цепь Печерского в Якутии. Причем 1 раз это был зимний поход. Это довольно большая редкость, потому что в цепях Черского, ну, очень специфика своя, понимаете. И до него, по-моему, мало кто ходил. Может быть, у вашего отца были какие-то воспоминания, связанные вот, с горами, которые он покорял в республике? Есть, конечно, есть. Я думаю, что есть кадры. Но вот пока я их не встретил, потому что это надо отсматривать, понимаете, уже внимательно, все практически вот эти 8,5-9 часов, я думаю, что есть. Если, конечно, они появятся, обязательно привезем, представим, оцифрованные. И вот, собственно, презентация переданных кадров состоялась вчера. Да. Как вы можете оценить сотрудничество с Центром аудиовизуального наследия?
Вы знаете, я по этот центр к своему стыду, говорю откровенно, до приезда в Якутию не знал. Но когда познакомился с сотрудниками, с их, скажу откровенно, не просто работой, а творчеством, потому что это творчество, посмотрел, какую работу и труд, какой они вкладывают профессиональный в это дело, я, честно говоря, влюбился в этот центр, потому что люди делают уникальную вещь. Вот смотрите, сейчас же последнее постановление правительства, заседание правительства, заседание Госсовета России чему были посвящено? Это чтобы не нарушить связь поколений и восстановить всю память, чтобы ее нельзя было покорежить или пересмотреть. Это задача государственная. И вот как раз Центр выполняет эту задачу, по-моему, еще до всех этих постановлений. Понимаете, он вносит свой очень большой вклад в дело развития, воспитания молодежи и сохранения наследия. А наследие же уникальное. Поэтому, я считаю, что, конечно... еще я забыл сказать, я удивился, что в Якутии есть специальный закон, по которому государственные предприятия, организации обязаны ежегодно или через какое-то определенное время предоставлять материалы по проведению определенных праздников, конференций, симпозий, потому что это является национальным достоянием республики. Это здорово, это правильно. Я бы это вообще включил, этот закон, расширил на всю территорию нашей необъятной России, то есть по субъектам вести. Я так понимаю, что, конечно, к этому надо обратить особое внимание. Думаю, правительство вашей республики поможет им, потому что у них есть определенные задачи по расширению, по приобретению оборудования. Мне кажется, что надо это поддержать. Это действительно государственное дело. Тут даже вопросов нет. Это, собственно, что касается предприятий. Как вы и сказали, скорее всего, у многих семей есть свои фото или видеохроники. Вот посоветовали бы им передать их в центр? Обязательно, потому что их внуки, правнуки потом, пройдет время, будут смотреть это, смотреть и говорить, кто это? Вот как сейчас я показывал, даже в университете там отсматривали кадры еще в июле, и стали узнавать. Это же, говорит, такой-то наш мастер спорта. То есть таким, и молодые ребята, говорит, мне, говорит, дедушка рассказывал, что он с ним тренировался, я фамилию просто не помню, там борец, это. Представляете, это какой тоже подъем у людей. То есть, опять же, связь поколений обязательно. Я считаю, что это люди должны отсматривать все, что у них находится, и то, что они считают нужным, обязательно надо именно в такие хранилища, в такие центры приносить, конечно. Это же уникальное наше наследие. Что ж, Константин Эдуардович, спасибо вам большое, что вы согласились прийти и ответить на наши вопросы. И вам большое спасибо, что пригласили. Удачи, всего самого хорошего. Всей Якутии, всему народу. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.